Древняя, гордая и гостеприимная страна Закавказья, расположенная между восточным побережьем Черного моря и Большим Кавказским хребтом – Грузия. Ее относят и к Ближнему Востоку, и к Передней Азии, а иногда и к современной Европе. Эту страну всегда любили туристы. За радушие местных жителей, величественную красоту древних горных храмов, душевную музыку, удивительную вкусную кухню и, конечно же, легендарные напитки. И кто, как не грузины, способны по достоинству оценить колорит и менталитет ингушей. Наш коллега, корреспондент ГТРК Ингушетии Ибрагим Цароев подробно расскажет о выставке «Край башен и легенд». Ежегодно поток туристов из Ингушетии в Грузию увеличивается. Они везут в эту страну свои деньги и в каждом сердце любовь к башням. На этот раз привезли сами башни, но не тех самых каменных исполинов, а их лучшие портреты. Открывали нас в Грузии в сквере имени Лиселидзе на улице КТ Абхазии. Первый день официального экспорта культуры и достопримечательностей Ингушетии выдался солнечным и теплым. На экспорт были заготовлены и фотовыставка, и блюда национальной кухни, и танцы. Обнаружилось, что старшие поколения грузин, заставшие тот самый период, когда два наших народа проживали в одной стране, с ингушами знакомы, а молодежь не совсем. Но были и исключения. Я знаю, что характер у нас похож. Грузины и ингуши очень эмоциональные. Я знаю, что вы были христианцы. По вкусу пришлись и наша архитектура, и наши танцы, и блюда национальной кухни, и не только грузинам. Улица КТ Абхазии соединяет две главные площади Тбилиси – Свободы и Майдани, и, соответственно, имеет наибольший турпоток. Изначально Комтуризма как раз и рассчитывал выставку и на хозяев, и на гостей Саакартвела. На сегодняшний день Грузия является на Кавказе точкой притяжения иностранцев всего мира, можно сказать. И поэтому была такая идея, чтобы показать красоты, наши красоты не только жителям Грузии, а и иностранным туристам. Во второй основной и официальный день Ингушетию все желающие могли увидеть, услышать и попробовать на вкус также в центре Тбилиси на улице имени Галактиони Табидзе. Центр культурных связей народов, проживающих на Кавказе, впервые принимал мероприятия, полностью посвященные нашей малой родине. И происходило это в особенный для Грузии день. В Грузии это считается день судьбы. Так что мы очень рады, что у нас вот такие хорошие гости приехали издалека, сделали такое хорошее мероприятие. Фотовыставка просто очень хорошая, дает информацию не только здесь ландшафта или памятники культуры, но это дает большую информацию грузинам, что происходит в Ингушетии, который не так уж за горами, кстати. Интерес к Ингушетии и ингушам был такой, что нам то и дело приходилось помогать сотрудникам Комтуризма, выступая экскурсоводами. Здесь и обнаружилось, что наибольший интерес у посетителей вызывают те, кто эти башни строил и в них веками проживал, носил эти наряды, готовил эти блюда. Я бы на первом месте ставлю это все-таки наши отношения, которые веками сложились на Кавказе, братские отношения очень много нас связывает. В процессе общения нашлось и много общего, и выяснилось, что нам есть чему друг у друга поучиться. В былые времена взаимопроникновение культур происходило в большей степени и по факту отсутствия официальных границ. Теперь необходимо напоминать молодежи о связи сыновей и дочерей Большого Кавказа в таком вот формате. Напоминать и пробуждать то, что хранится в генах. Ближе к танцам, потому что это движение, это кровь кипит, это все вот это, что ты чувствуешь, это все. Но когда я посмотрела на эти башни, у меня это ассоциируется с какой-то недотронутостью, с каким-то очень чистотой. Экспорт состоялся во многом благодаря Нино Андреасовой. Она оповещала о выставке, она договаривалась о предоставлении площадок. Вклад соорганизатора был отмечен почетными грамотами Ингушского комитета по туризму. Мероприятие привлекло внимание начинающих ингушофилов и ингушоведов и тех, кто со стажем. Мы говорим «Ингушетия, Грузия», подразумеваем Марьям Бижиташвили. Историк и режиссер парит в лезгинке с Исламом Досхоевым под ревнивый взгляд нашей Тамилы Арсельговой.
Значительный процент посетителей выставки «Край башен и легенд» – студенты и кавказоведы. Высшее образование в Тбилисском госуниверситете получает и наша Мария Халухаева. Девушка отмечает интерес к нашей культуре и признается, что временами ей приходится стоять за кафедрой в статусе лектора и проводника всего ингушского. Когда я презентую именно природу и культуру ингушей, то они с трепетом слушают, и, конечно, накапливается большое количество вопросов по окончанию. И бывает, на самом деле, мне это импонирует, когда мне задают вопросы, и когда человек действительно слушает меня. То есть мне было всегда интересно представлять ингушский народ. В этот день на улицу Галактиони Табидзе пришли и носители, представленные в Кавказском доме культуры. Те ингуши, которые на постоянной основе проживают в Сакартвело. Мы, конечно, выезжаем в Ингушетию несколько раз в год, но возможность напомнить своим детям о нашей культуре, которая открылась благодаря этой выставке, мы с моим супругом не могли упустить. Мария Мальсагова не единственная, кто давал нам в этот вечер интервью на языке нахов. У нас состоялась беседа и с представительницей кистинской диаспоры. Мы с братьями и сестрами из числа кистов и грузинскими друзьями из университета регулярно посещаем вайнахские мероприятия, проходящие в Грузии. Стараемся не пропускать, проявляем постоянный интерес. Но, сказать по правде, самой уникальной нашей собеседницей на выставке стала Анна Эланидзе. Она из тех самых бацби, о которых слышали и историю которых знают, но которых не видели и не слышали большинство ингушей. Бацби – единственная вайнахская народность, исповедующая христианство. Мы утратили возможность живого общения, молимся по-разному, но нашу связь не утратить, подчеркивает Анна. По генетическим данным, как говорят, мы все одни, мы все из одного. Прародитель у нас был один, как говорят. На выставке были представлены более 20 работ таких мастеров, как Тимур Агиров и Евгений Шевцов. Первый отложил все свои дела, преодолел тысячи километров, чтобы попасть в этот день в Тбилиси и увидеть последствия своих трудов в сближении народов. Осенью я был в Грузии и увидел, что есть много общего между ингушской культурой и грузинской культурой. И грузины, они очень активно интересуются того, как живут люди за другим Закавказским хребтом. И идея, которая возникла у ребят, провести выставку фотографий, я очень сильно поддерживаю. Это показывает близость двух народов, которые хотя и разделяют хребет, но тем не менее ментально не очень близки. Привезли башни, национальную кухню, сувениры. А что увезут с собой? Всяк сюда входящий, здесь пребывающий проходит некий курс грузинотерапии. И потом, возвращаясь домой, как Wi-Fi роутер, распространяет позитив. Ибрахим Цараев, Майербек Миржоев, Вести Ингушетия, Тбилиси, Грузия.